Сейчас, ну-ка.
А, вот здесь сейчас есть звук? Сейчас есть тут звук где-нибудь? Елена, я Лунина. Звук есть? Бля, что там нету звука, блядь? Вроде вот здесь должен быть звук. Я туда-сюда нажимал, блядь. Получается, справа только есть звук, он записывает, да? Справа есть звук. Справа. Блядь, я пизжу, оказывается, и нет звука, заебись, нахуй. Ну вот, значит, это два эфира, в одном, блядь, эфире два эфира нельзя делать, значит, нету звука, нахуй. Получается так. В ТикТоке, блядь, точно от нее звук вышел, блядь. Нургуль молчит. Нургуль, есть звук? Что-нибудь напиши хотя бы. Нургуль тоже не слышит меня. Странно. Жопа. Получается, значит, блядь, хуй, блядь, с одного телефона вот так нельзя выходить, значит. Пару жопа получается. Все, значит, блядь, выходить будем в уменьшенном составе, блядь. Ну, со всех, блядь, нельзя выходить, значит. Сука. Значит, два экрана нельзя делать. Получается, что, до сих пор здесь нету звука, да? А есть, я посуду мыла. Есть звук, ты меня слышишь? Звук есть, просто на эфире сейчас и YouTube открыт, и TikTok открыт. Есть звук. Просто в YouTube говорят, нет звука. Есть. Ну вот, в ТикТоке есть звук. Слышит она меня. А вот YouTube не слышит, говорят, прикинь. Пиздец. Порожняк. А вот посередине YouTube слышит меня. Ну, короче, справа YouTube точно все слышит. Получается, один только будет работать. Другой просто, блядь. Интересно. Поэтому, знаешь, людей нету, блядь. Звука нету, людей нету. Ну, так получается. Жопа получается, Туанлар. Полнейшая жопа. Да. В ТикТоке слышно, в Ютубе не слышно, да? Блять. Ладно, вот здесь посередине, я думаю, должно слышно быть. Посередине, надеюсь, слышно же. Так, ладно. Порожняк, блядь. 5 человек. 5 человек. 5 человек стало. Слышно меня? 5 человек. Слышно меня? Посередине. Посередине. YouTube посередине. Вот здесь, вот здесь. Приближаю, где я. Вот приближаю. Где... Тут есть? Вон тачка какая-то. Есть тут звук? Хз, бля. Хз. Туанлар, короче. Мат ржет здесь. Короче, я не знаю. И, блять. Интересно. Главное, в ТикТоке есть звук, в Ютубах нет звука. Как так? А похуй. Короче, один из них пишет им, да ладно. Где услышат, там услышат. В этом. Так, окей. Давайте этот. Более другие что-нибудь почитаем, да? Дальше. Дальше куда мы дошли? Порожняк, блядь. Почему нету, да? Нет, нет контакта, короче. Людей тоже нету, значит звука нету. Звука нету, значит нету. Ну в каком-то все равно писала, блядь. Их и загрузим потом. Так, ладно, давайте дочитаем эти новости и потом дальше перейдем на другие. Тогда уж.
Вот этот Голодомор, послушаем, о чем там говорят. Надеюсь, звук не вырубится у вас. 9 человек, вот. Слышно? Сейчас. Свідченням того, що вони живуть у наших серцях. Жертв Голодомору, геноциду українського народу 1932-1933 років. Ну, это туғанлар, башқұртларға һәм татарларға тоже это относится. И это, наверное, должна быть как-то, блядь, звоночек башқұртам и татарам, что Голодомор ведь и у нас был, блядь. И у нас был Голодомор, и получается, если мы вот это все проглотили, и получается, нахуй, идем, блядь, с этими пидорасами, узкожопами, блядь, убивать украинцев, но это как-то не дело, блядь. Или точнее, даже не убивать, умирать, нахуй. Потому что, блядь, все равно вы, блядь, на местных штурмах умираете, долбоебы. Так, ладно, Майкл Наки пишет. Северокорейский военный замечен не только на территории Курской области, но и в Украине. Есть свидетельства их появления в Мариуполе и Харьковской области, пишет CNN. Сообщается, что они готовятся к штурмам. В самой же Курской области российские войска продолжают умирать в неограниченном количестве. Об этом приводя видео рассказывают украинские военные. Несмотря на бесконечные атаки, причем не просто зэками, а морпехами с хорошим обмундированием. Успехов у российской стороны нет. ВСУ продолжают брать пленных и уничтожать российскую технику. Олаф Шольц, пожалуй, единственный, кого впечатлил удар новой российской ракеты по Днепру. Хотя, возможно, он просто ведет предвыборную кампанию своей партии, но и он, и Ангела Меркель, выпустившие мемуары, производят впечатление тех слабых лидеров, которые поражены хорошими и спокойными временами. А вот ВСУ решили нанести удар по полигону пакетных войск стратегического... ракетных войск. Ну, на самом деле, и пакетные войска стратегического назначения Капустин-Яр, блядь. Он был атакован беспилотником, чтобы неповадно было запускать свои новые старые аналоговнетные ракеты. Российские военные просят у волонтеров закупить побольше пакетов для трупов. О, пиздец, вот. У трупов своих сослуживцев поток большой, их сильно не хватает. Пакет жиберегиз инде. Садака булар, пакеты скидывайтесь, как говорится, башкортлар, татарлар, чтобы ваши, как говорится, туганларыгыз в пакетах приехали хоть. Найдут, может, и пакеты, как говорится, положат. Не найдут, может, и так скажем, останутся они где-то там. Кости будете искать потом. А в Мали вновь разбита колонна ЧВК «Вагнер». О, пизда вам. Остатки некогда самой хайповой организации продолжают позориться на африканском континенте. А чё хайпового-то, блядь, Майкл Наки, гандон ты тоже, блядь. Ничего хайпового там нету, блядь. Убийцы. В чем хайповость-то, блядь? Захватчики, убийцы, вагнеровцы, блядь. И в Африке, нахуй, за золото добычи они поехали туда. Это нацисты, нахуй. Нацисты, головорезы, блядь, нахуй. Нахуя, блядь, хайповать? Тоже, блядь, пропиздошился хуёбу. Хуёбок, блядь, какой-то. Максим Курников, экс-шеф «Эхо Москвы» в Уфе о манкуртах, начальниках, башкирах. Меня убивает, блядь, Максим Курников какой-то слово «манкурт» знает. А что-то, блядь, вам не кажется, что манкурт слово что-то дохуя начало употребляться в последнее время? А? Или они прозрели, что они поняли, что есть, оказывается, и у них манкурты, которые путинососы, мы их называем. Как-то манкурты же только к нам интересно высказываться, а они у узкожопых. Получается, блядь, путинососы стали манкуртами все-таки. Правильное обозначение решили использовать, как говорится, наше, получается, кыргызское слово. Это же не русское слово, кыргызское. Ті ж власті,
которые сейчас в Башкортостане, они запрещали нам уже снимать этот фильм. Они закрывали нам музеи, они закрывали нам архивы. Я думаю, что они это делали не сами по себе, а потому что им приказали из Москвы это сделать. Но это как раз и говорит, что они готовы предавать собственную историю ради, например, своего карьерного благополучия. Они готовы свой собственный народ обречь на то, что на забвение, что никто не узнает, как они чуть не умерли все. Они готовы спрятать это, лишь бы им в этой имперской России получить лишнюю звездочку на погоны или вырасти по карьерной лестнице, если они работают на государственной службе. Манкурты. Вот только одно слово у меня для них есть. Классно, да? Мне аж блядь, приятно слушать, когда узкожопые слово манкурты используют. Все-таки, блядь, дошло до них, да ведь? Дошло, блядь, значение, блядь, этого слова, и они поняли этого. Посередине YouTube меня слышно или нет? Отзовитесь, пожалуйста. 5 человек сидят. Посередине 5 человек. Есть звук? Прием, прием. Ну, опять этот пиздеж этого, блядь, пидрилы Путина. Заявил, что серийное производство орешника, сука, блядь, кедровки, орешки, практически организовано. Практически, оказывается, понимаете? Практически выпущено 2000 танков «Армата», практически выпущено 1000 гражданских самолетов, практически закончен ремонт адмирала Кузнецова, практически создана станция на Луне, практически побеждена инфляция, практически обеспечена ипотека под 6%, практически увеличена рождаемость, практически взят за 3 дня Киев, практически никаких потерь в армии РФ. И практически, я от себя добавлю, все, как говорится, перестали ходить в лаптях. Но на самом деле теперь в лаптях, как говорится, они ходят, как говорится, почти все. Так, Путин практически никогда не врет, короче говоря. Ну да. Там можно добавить практически, блядь, все дороги этой пидорасии, нахуй, асфальтировали, блядь, что, блядь, нахуй, нету коррупции, нахуй, все нормально. Ой, блядь, там не закончится это вранье. Тут дальше какой-то вот тоже видосик послушаем, о чем там говорится. Угу. У 1932-33 роках, щоб зламати спротив і волю українців, комуністичний режим вдався до жахливого злочину – геноциду голодом. Жертвами голодомору стали мільйони українців. Сьогодні країна-терорист знову намагається стерти нас з лиця землі, як стирає наші міста і села. Часи змінилися. Ворог той самий. Маємо пам'ятати, щоб вистояти і перемогти. Запали свічку пам'яті. 23 листопада. Оказывается, ноябрь у них листопад, оказывается. Мамочка, я хочу хлебчика, мамочка, я исти хочу. А де візьмеш, як нема, та помер він найменший. Це один з тих мільйонів спогадів часів Голодомору, 32-30 років від тих, хто вижив, а ще був 21-23Х і 46-47 років з перших років свого існування червона зараза у вигляді Радянського Союзу бралася знищувати українську націю, вдаючись до настрашних злочинів. В той час, як хтось бідкається невеликим проміжком часу, репресія наша крайня його відчує століттями і до сьогодні. Блять, часи змінюються, ворог той самий. Такой язык интересный, блядь. Вроде бы в Сербии также что-то слышно. У сербов то же самое. Вот такой же пиздеж. Блядь, у поляков понятно. Еще где-то такой. Вот вроде, блядь,
как-то, блядь, у этих, ну, албанцев нельзя так сказать, конечно, что это такой язык. Ну, что-то такое вот. У хорватов, что ли, такой язык. Вот примерно вот интересный язык это украинский, оказывается. Ну, есть у них что-то похожее, что-то, кто-то, что-то, где-то есть, да, короче, можно, где-то что-то. Как у нас, получается, башкир-татар-теле, где мы друг друга примерно можем понять, туганларно. И у них то же самое, значит, где-то что-то могут они где-то что-то употребить и понять. Ну, явно нихуя тут на русский не похож он, блядь, нихуя. Так. Вот здесь уебок прошелся, блядь, Невзорова опять видос, блядь, этот уебок прошелся, блядь, по Трупальнику в тот день, помните, Трупальник, короче, был в этом, хуйне в этой, блядь, на складе могилы. Ну вот, на видео проход пьяного орка по трупосортировочному цеху. Я охренел и этот видео смотреть. Астафируллах, астафируллах. Голые мужики лежат. У кого нога, у кого рука черная, голова вся черная. Там пол тела нету там, у кого-то что-то нету там, блядь. Пиздец там, пиздец полный нахуй. Там забито все, блядь. И как бы где кто, откуда там, как их пакуют, непонятно, блядь. Там хуй кто, неизвестно кто куда ушел, так что вы даже, может, блядь, башкир-татара вы, может, отправили куда-то, похоронили вообще хуй знает, Бурятии, может, блядь. А к вам отправили бурята, блядь. Примерно такая бардак, блядь, там. Вот это явно там есть такое, потому что там, может, головы нету, блядь. Откуда они найдут голову, нахуй? И что за тело, нахуй? Ну вот и все, кому-то отправили, нахуй. Кому-то не хватает, ну, обрадовать родителей, хоть тело, да? Вот вам тело, нахуй. Как говорится, нету дела, нету тела. Тела нету, дела нету. Или что такое. Так. Ищет боевых товарищей, пришел какой-то хуйней, цветы, что ли, притащил целую кучу, блядь. И он оттуда охуительно вышел, что его аж ему плохо стало. Пиздец, типа, блядь. Он что еще высказался, типа, тухлятина, что ли, гнилье, что ли, он назвал их, блядь. Вот что такое, блядь, нахуй. Съемочка кратко, ибо страшно стало орку. Он наконец взглянул в глаза родине. Он был готов присоединиться к своим, но явно не готов своих долго нюхать. Нюхать. Типа воняет, наверное, что-то он. Таких трупозаготовочных комбинатов уже 82 штуки. Покойнический поток непрерывен. Ящиков на всех не хватает. Сортировка на глазок, без экспертиз. Да, без экспертиз и прочих заморочек. Такие видосики очень полезно смотреть тем, кто своей судьбой выбрал контракт и идиотскую СВО. Ну чё, башкиртлар, татарлар, блядь, когда вы еще, блядь, свои бабосы нахуй заработаете, да ведь? Ну только там. Только там. Черный пакет за 12 рублей нахуй. Это твой, блядь, кафен. Твой кафен это черный пакет. Прикиньте, да, блядь, в 21 веке уже даже не в тряпке кафен будет, а в пакете. Потому что, блядь, явно тебе никто не даст, блядь, открыть твой кафен. Черный пакет запечатанный. Астафируллах. Так. Я так и не понял, посередине слышно или нет. Посередине слышно. Алло. Посередине слышно или нет, я не знаю. Ну, короче, ладно. Справа, главное, слышно и все. Справа пишет машинка. ТикТок слышно, да, меня? Так, свободная Башкирия. Запомните раз и навсегда. Манкурт Хабиров поставлен колониальным режимом не для того, чтобы заботиться о народе. Нет, он поставлен для того, чтобы грабить Башкирию и деньги отправлять в Московию. Также бороться с любыми проявлениями инакомыслия, также башкирского национализма, патриотизма и ислама. В России на деле запрещены всякое инакомыслие, любая религия, кроме православие, любой национализм и патриотизм, кроме русского, это неотъемлемая часть политики русского имперского анонизма. Молодец, Манкурт, хорошо работаешь, ему пожимает, блядь, руки этот пидор Путин. Вернай,
ему пишут «Вернай». Вернай! Мы, башкиры, не бараны, и не надо унижать нас силой, заставляя жить в составе России. Мы устали от колониального режима Кремля. Мы, как и любой народ, имеем право иметь свободу и независимость. Ну где же ты? Ну где же свободная Башкирия? Ну где же ты? Где? Если ты борешься, ну где ты там? 1 штук? И я тут 1 штук. 2 штук? 2 штук пойдем на Москву? Что-то не дело. Поэтому башкиртлар, татарлар коясыз. Коясыз Башкортостандағы халық, блядь, которые против Москвы. Где вы нахуй, а? Сколько вы будете уже сидеть, блядь? Сколько вы будете ждать? Что ждете, я не могу понять. Кого ждете? Ой, блядь. Ну-ка зайдем к нему, блядь. Посмотрим, что у него там еще есть нового. Ну вот как раз про Муллу, да? Выступление Мухиддинова на 2-й международной научной конференции в Екатеринбурге. Фото. Русские нацисты – инструмент укрепления колониального строя. Сообщается, что организация русской общины, связанная с СМИ, обвиняет муфтия Мухиддинова в радикализме, русофобии и в попытке деколонизировать и деславянизировать историю России. Причиной этому стало, что муфтий выступил на 2-й международной научной конференции в Екатеринбурге. Основная цель этого выступления было доказать, что история национальной России – это не история лишь русского народа, не история лишь русского государства, не история лишь одного славян. В своих официальных СМИ русские нацисты пишут, что Дум РФ во главе с Равилем Гайнуддином. Вот Равиль Гайнуддин. Гандон, блядь. Гандон. Равиль Гайнуддин, блядь. Еще другой еще есть один Гандон, блядь. Как его звали, блядь? Заместителем, который является Мухиддином, и без этого имеет специфичную репутацию. Эта религиозная организация многократно обвиняли в том, что она предоставляет крышу салафитским праведникам, склоняющим российскому мусульманскому терроризму, что она выступает лоббистом массовой миграции в Россию, что идентична с Уммой. Понимаем именно в радикальном ключе для вовлеченных в орбиту этой структуры важнее верности России как отечеству. Ранее были нападки русских нацистов на агентов спецслужб Равиля Гайнуддина. Сегодня нападают на другого агента, который также является представителем спецслужб российского команды, который, вероятно, планировал сотрудничать с русскими спецслужбами и таким образом приносить пользу мусульманским народам в России. Однако реальность такова, что даже рассказывая общедоступную историю, в которой значительную роль играют их коренные мусульманские народы, агенты становятся неугодными и их обвиняют в радикализме, русофобии и т.д. В итоге эти манкурты, по сути, они уже выбрали свой путь. Они не на нашем пути, поэтому, как говорится, оларны сөйлесең де сөйлемесең де бүтінісін башын алырға ғана оларны, блядь. Башын ғана алырға нахуй. Гайнуддинін да нахуй, Равилін да нахуй, мынау Мухиддинні да бүтінісін, блядь. Бірсін жәлләргә түгел нахуй, потому что они в данный момент жрут нахуй, живут, блядь, кайфуют, блядь, Башкортостан мен Татарстанда. А біз шет илләрдә кашып йөрибез. Поэтому, в первую очередь, блядь, мы за это им будем мстить. Только так. Другого варианта им нету, нахуй. Потому что они, как говорится, выбрали тот шайтанский путь. Как и Кадыров, как и Минниханов, как и, блядь, Хабиров и так далее. Поэтому, как бы, муллалар это вообще говно, нахуй. Как говорится. Одинаковые, блядь, все. Так. Когда они пришли за мигрантами, я молчал. Ну-ка, давайте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов высказал вслух то, что другие российские чиновники только думают. Есть нелегальные мигранты, а есть легальные. Нам не очень ни те, ни другие не нравится, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет. Он добавил, они должны знать русский язык, желательно без семей здесь и четко работать в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется.
Ха, нихуя себе рабы! Ха, узбеки, кыргызы, таджики, если вы хотите стать рабами, вы приедете туда, куда вас, блядь, позовут, блядь. Потому что вы, нахуй, рабы узкожопых, нахуй. Вы у себя тоже рабы, блядь. Еще вы сюда приезжаете, двойной рабстве вы, двойной, блядь, нахуй. Так что думайте, куда вам ехать. Или пиздовать в Корею, нахуй, или в Европу, или в Америку. А Рашка, нахуй, для вас должна быть уже, блядь, в конце концов закрыта, блядь, нахуй. Вы уже затрахали мне мозг, блядь, своими, блядь, деревянными рублями, блядь. Туймаслар, блядь. Ненасытные черти, блядь. В российском политическом дискурсе стремительно нормализуется ксенофобия. Высокопоставленный госслужащий открыто заявляет, что ему, а то и всем жителям области, нам не нравятся люди другой национальности, культуры, веры, языка, которые оформляют все положенные документы, платят налоги, честно трудятся и, как он сам признает, выполняют жизненно важные задачи. Разделение людей на сорта – опасная дорожка. Именно об этом говорил пастор Мартин Ниммеллер, вспоминая свой опыт жизни в гитлеровской Германии, когда они пришли за коммунистами, я молчал. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал. Я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал. Я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому. Вот это и называется, как говорится, по-братски, по-мусульмански, и у нас этого нету. Туганлык деген нәрсе юк бізде. После этого что вы хотите, блядь? После этого дерьмо. Дерьмо. Вы, как говорится, готовы сожрать, блядь, своих детей, нахуй, когда будет голодомор, блядь. О чем вы, блядь, нахуй говорите? Иптеш, товарищлар. Нам, порабощенным народам, не стоит питать иллюзий для таких, как Артамонов. Узбек остается человеком второго сорта без относительно легальности пребывания, законопослушности, качества и важности его работы, просто потому, что он не русский. Относится ли он лучше к башкирам или кумыкам, таким же тюркоязычным мусульманам, пусть и с российскими паспортами? Вопрос практически риторический. Если пока государство не позволяет себе открыто называть второсортными российских граждан, то его действия уже давно показывают, что в глубине души его отношение именно таково. И выход один – независимость. Иначе заступиться будет некому. Шунарга мен 100 мәртә айтам, когда мне, блядь, нахуй татарлар, башкортлар мне писали, помню, блядь, когда у меня фурычили эти каналы, что-то они вот не фурычат в последнее время, нахуй, писали мне, син үзең кем милләтең, узбек, что ли, меня писали, башкортлар, татарлар, әйе, мен узбек. Мына син сұрағаның үшін мен сен үшін үзбек, нахуй. А по идее мен башқұрт та могу боларға, татар да могу боларға. Вот из-за того, что, блядь, сен түпшінесің, нахуй, түпшініп, блядь, менің милләтімні сұрайсың, білешесің менің милләтімні, сен үшін, блядь, татар башқұрт маңқұртларына мен үзбек. Мен үзбек болып мен сені сігем, нахуй. Башқұртны да, татарны да, блядь, без вазелин сігем сізні. Башқұртстанға ғана мен қайтып алайым, нахуй, дум қайтарам бүтінігізні. Шуны біліп қойыңыз. Сіз уйламағыз, нахуй, что, блядь, нахуй, мен сізге, блядь, башқұртша, татарша буду относиться. Нихуя. Мен именно ушундай нацист болып, нахуй, қойтам, блядь, узбек болып қойтам, сізні сігір үшін, блядь. Чтобы, блядь, вы, пидорасы, нахуй, забыли, что такое, нахуй, нацизм, блядь. Забыли, что нахуй, что такое нахуй быть нахуй рабами узкожопых, блядь. Вот шунын үшін гына мен сізні нахуй дум қайтарам, блядь. Харбіріңні, которые против нахуй узбеков, блядь. Против кыргызов и таджиков, нахуй. Пизда вам всем, блядь. И вы, блядь, нахуй, с детства мне кровь пили, нахуй, татары особенно. Ну, ведь, блядь, аулда, нахуй, которые мне называли Казбеком, нахуй. Потом мне говорят, что ты обиженный, что ли? Нет, я не обиженный. Я мстить люблю, нахуй. Я уничтожитель, нахуй. Который, блядь, нахуй, будет вспомнить все, нахуй. Мимит манкурт туголь, забыть, блядь. Забыть и простить, нахуй. Нихуя не получится такого. Поэтому, как говорится, Башкортстандағы татар белән башкортлар, әзерләгез күтләрегезне, нахуй. Без, үзбәкләр, нахуй, сигергә булса, бүтенегезне поголовно сигәбез, нахуй. Просто, нахуй, Узбек манкуртлары белән түгел, нахуй. Узбек манкуртларын мен үзем сигәм тоже. Исходя от этого, нахуй, это урок, блядь, звоночек каждому башкирту и татару, и чеченцу, и дагестанцу, нахуй. Пиздализм своим, нахуй, всю жизнь не проживешь, нахуй.
Все равно рано или поздно, нахуй, блядь, язык твой отрубят, нахуй. Не то, что язык, а голову даже. Потому что, нахуй, манкурты в нашем свободном Башкортостане и Татарстане, как говорится, не место будет. Манкурты, нахуй, будут уничтожаться в первую очередь. Потому что в древности, так скажем, блядь, в прошлом, как это, моих дедов, получается, моих дедов, то же самое, нахуй. Уничтожили манкурты. Мои бабушки, так скажем, блядь, все попали в детдом, потому что без родителей остались. Короче, во всем это виноваты узкожопые. Вот и все. Потому что если бы узкожопых вот таким насильственным методом действия их не было бы, и не было бы и манкуртов. Все были бы, жили бы нормально. Узкожопые создали манкуртов. Потому что они их, блядь, приласкали, в рот надавали, денег надавали в жопу. И вот тебе образовался, как говорится, отдельный нахуй какой-то уебищный группа манкурты. Это даже, блядь, нашу нацию, его даже, блядь, стыдно говорить, что это наша нация. Просто нация манкуртов. Давайте называть будем их нахуй так. Потому что противно их называть нашими, блядь. Так, что там у него еще что-нибудь? Ну да, вот это я и говорил, нет. Источником трудовых ресурсов для России в 21 веке станут Пакистан и Афганистан. Я же до этого говорил. Интересно, да? Пакистан и Афганистан, нахуй. Я же до этого говорил, что узкожопые, нахуй, будут, как говорится, скоро рожать афганцев и пакистанцев. И нормально, нормально будет, нахуй, у вас. Все будет нормально, потому что по оценкам ООН, уже после 2075 количества смертей во всем мире постепенно начнет превышать число рождений. Это значит, в ближайшие годы борьба за трудовые ресурсы станет острее. Из стран, граничащих с Россией, значимый демографический рост будет преимущественно наблюдаться в государствах Средней, Центральной и Южной Азии. Так, по сравнению с показателем прошлого года, численность населения в том же Пакистане и Афганистане к 2100 удвоится 294 миллиона до 641 миллион человек. Я где-то уже читал об этом. Примерно вот так. Что здесь происходит? Ну, что здесь происходит? Здесь, нахуй, ебли Москвы происходит. Ебем Москву. Здесь слышно? Наконец-то написали. Слева, значит, не слышно, где ТикТок, блядь. Порожняк полный, значит. Вот так вот. Там слышно, тут не слышно. Ну, тупизм, блядь. Интересно, блядь. Ну ладно, тут ТикТок зато записывает. В ТикТок-то, конечно, киши-даюк, блядь, нихуя. Может его вырубить? Пизду, блядь. Так, давайте его нахуй вырублять. В ТикТоке вообще нихуя никого нет все равно, блядь. Дерьмовый ТикТок, блядь. Да я же говорю, ТикТок для стриптизеров, нахуй, блядь. Там нихуя этот путевого ничего нету, блядь. Пизду, блядь, нахуй. Он только вот так, как выскочка быть, нахуй. Высказывать, нахуй, какие-то словечки, блядь, и уебывать там, блядь. И все, вот для этого он создан, блядь. Сейчас я вырублю, перезайду, блядь. Как это, сука, от него отцепиться. Просто у меня... Блядь. Вот, вроде бы. Отцепился. Теперь слышно? Прием. Слева слышно? Я вырубил все, этот ТикТок сраный вроде убрал. Надеюсь, слышно. Вот здесь слышно? Вот я где приблизил вот тачку. Здесь слышно? Где вот приблизил тачку. Да, короче, давайте этот эфир, все, он гондонский эфир, новый эфир начнем. Сейчас, потому что этот сдохший эфир не надо. Ой, киши вообще, мажиды кишигина была надо, блядь. Порожняк. Напишу я, что там никого не было. Этот звука, точнее, не было. Проверим как раз.
Сейчас лучше этот сразу зайти, обновить его. А здесь посередине, надеюсь, слышно, да, начинает? Начал слышно быть. Да потому что там, блин, микрофон был вырублен, оказывается, из-за, блин, вот этих всяких нажатий, блин. Так, итак, ладно, выходим отсюда, читаем дальше. Так. Утром польские фермеры начали блокировку пункта пропуска медика Шигини и не пропускают грузовики из Украины. А грузовики, которые едут из Польши в Украину, пропускают всего по одному в час. Требуют вернуть сельскохозяйственный налог на уровне 2023 года. Не опять основа. Ну, как это вам сказать, блядь? Вот здесь тоже в прошлом году был такой бунт по всем городам во Франции, чтобы французы не закупали, Макрон, чтобы не закупал, блядь, какие-то продукты, блядь, из, допустим, с Узбекистана, он ездил в Узбекистан договариваться, и по всяким местам, да в той же, допустим, Испании, там, Португалии или где-то еще там, чтобы он не закупал. Поэтому был такой скандалик, и чтобы налоги, само собой, не превышали и не закупали. Вот такая хуйня была. Ну, это мне один чувак объяснил. Вот. И в итоге в Польше этот ебучий нахуй процесс тоже ебанутый. На самом деле, блядь, поляки это такой пидорастический народ, блядь, я вам скажу, блядь. Это гниды нахуй. Я же вам рассказывал раньше об этом, что в Норвегии, когда я был в закрытом помещении, так скажем, подвезли целую кучу украинцев, стариков, работяг на стройку, которые приехали с Украины. Это 2017 год, короче, 2017 год. И всех хлопнули, короче. А кто хлопнул? Поляки. Поляки, короче, допустим, вот напротив, если дом, видите, вот напротив дом, двухэтажный дом, допустим, на первом этаже работают поляки, на втором украинцы или наоборот. И тут, получается, надо забрать всю работу. Поляки сдают украинцев, то, что они нелегалы, там туда-сюда, и все, приезжает ментовка нахуй, а норвежцы это пидорасы, нацисты еще те, украинцев тоже они русским называют. И вот в итоге, короче говоря, они берут всех нахуй залпом, блядь, и депортируют. И в депортационный лагерь, короче. И в итоге, получается, поляки отбирают этот бизнес. Норвег остается без работников. И потом, конечно, эти поляки подходят к нему и говорят, ну что, нужен рабочий? Да, у меня есть рабочий. И все, поляк подсовывает своих. И тут избавился от конкуренции. Вот и все. Поэтому вот такая хуйня от поляков, это нормально, поэтому украинцы тоже имейте в виду, больно в десна целоваться с ними не нужно. Не нужно, потому что поляки это гандоны, такие же нацисты нахуй, как и русские. Даже хуже, наверное, блядь, потому что еще язык у них ебучий какой-то, непонятливый. В итоге лучше украинцам и вообще, да, дружить, получается, с башкиртами, с татарами, с казахами, с узбеками, вот с нами, как говорится, у вас есть, как говорится, опора, как говорится, мусульман, а вы, получается, набрали туда ебаных себе евреев нахуй, везде, блядь, и евреи, само собой, не любят мусульман, поэтому у вас сыр-бор. И опять-таки будет страдать обычный народ украинский, который вообще не при делах. Они даже не евреи, а они просто украинцы. И поэтому ваш выбор, как говорится, Майдан в ваших руках. Поэтому, когда вам, как говорится, подсовывают каких-то нелепых друзей в виде поляков, нахуй, не надо там, нахуй, рот до ушей, блядь. Выебут и высушат. Так, окей, идем дальше. Что тут бардак? МИД Канады заявил о том, что готов арестовать Нетаньяху. Пропалестинцы почувствовали себя увереннее и пошли громить дворец Конгрессов. Акция в Монреале была направлена против 70-й сессии парламентской ассамблеи НАТО, приходящей с 22 по 25 ноября. Нормально. Ну-ка посмотрим в Канаде, что происходит, блядь. Сука, не грузит. Здесь они дойдут нахуй.
Удивительно, удивительно. Нихуя себе. Короче, долбят здание. Арабы, они вот такие, блядь, опытные нахуй. И здесь во Франции тоже долбят так же. Все долбят, ломают магазинам, пизда, блядь, на первых этажах. Такая вот херня, короче, так. А, тут уже все, мы дошли до тех новостей. Так, давайте уже... Куштау Байрам давайте зайдем. Что тут? Блять, ну я с ними не договорился, ну прочитаю уж, блядь, для общего понимания, потому что у нас общее дело, и думаю, прочитаю. Рота Башкорт, его копирнул этот Куштау Байрам. Куштау Байрам так и мне не ответил. Этот, боятся. Я же говорю, блядь, Габасов тоже, блядь, слился нахуй. Что за манера общения, туда-сюда. Я ему предъявил нахуй, ты на комментарии отвечаешь, нет? Он же на комментарии не отвечает, блядь. Поэтому, как говорится, если кто связан, блядь, с Русланом Габасовым, передайте ему, блядь, от меня нахуй. Огромный салам, блядь, ему. Башкорту, блядь. Щи башкортка, блядь. Итак. Блядь, сука, куда ушло, блядь? Сука, пока пиздел, блядь, оно куда-то ушло. Ладно, давайте будем дальше, потом дойдем до него. Куда оно ушло, блядь? Сука, так далеко, что ли, ушло? Сука, проебалось куда-то. Блядь. Так. Так, ладно, давайте... Блядь, где-то... Обновилось, и оно куда-то проебалось. Ладно, дойдем до него, потом почитаем. Что тут? А, вот, интересное, что-то они закинули. Понедельник, 25 ноября, в нашей группе состоится анонимное голосование по кандидатурам в Совет Куштау Байрам. Нихуя себе, кто такие нахуй? За администрацию группы автоматически будет закреплено 30% голосов Совета. Оставшееся количество голосов будет определяться голосованием. Каждый из избранных в Совете будет представлять то количество голосов, которое наберет на голосование, но не более 25% голосов Совета. Кандидатуры какие-то. Кто такие нахуй? Хуё, блядь, нахуй. О чем речь, блядь? Напишу им. О чем речь? Так, ладно. Короче, какое-то голосование у них будет. Хуйню маются, блядь. Так. Так, рыбья голова какая-то, блядь, сука. Я искренне считаю, что никакой ядерной войны не будет. Моя уверенность держится на простейшей, но монументальной причине. У действующей власти все хорошо. Если отбросить эмоции и сдуть пропагандистскую пену, то останется объективный факт. Путинский режим чувствует себя прекрасно, несмотря на дальнобойные ракеты, летящие в Россию. Они же летят в приграничье, а не правительственная резиденция. Так ради чего идти по крайней меры? На крайние меры.
И тут я остановлюсь, добавлю, как всегда, свое. Башкортостан с Татарстаном должен получить свою дозу, нахуй, бомбы. Поэтому украинцы, я не знаю, блядь, это рота башкирт, блядь, недоделанные, нахуй, долбоебы. И кто-нибудь, нахуй, ебаните, нахуй, по Башкортостану с Татарстаном, блядь. Жестко, блядь, нахуй. Атакамсами, хоть чем, блядь, долетит, надеюсь, блядь. Чем-нибудь ебаните, который долетит. Уже дроны, хуёны, нахуй. Ебашьте, блядь, нахуй, по хабировским, нахуй, по минихановским хатам, по шаймиевским хатам, по всем хатам, где живут эти сраные, нахуй, манкурты. По ним ебашьте. Полностью, нахуй, стерите, нахуй, с землей, нахуй, разровняйте полностью. Вот только тогда, может, народ очнется, блядь. Вот только тогда, может, появятся люди, которые, нахуй, захотят пойти с нами в Москву. Причин для нанесения российского ядерного удара на самом деле было предостаточно. Путин мог выбрать любой повод, начиная с подрыва Крымского моста, заканчивая обстрелом Белгорода и Курска. Однако делать это он не стал, потому что именно ему в первую очередь невыгодна эскалация. Путин верит, что он сможет додавить Украину так, зачем ему в этих условиях обострять все больше и втягивая в конфликт НАТО и США. Для радикального обострения войны были поводы и по весомее. Что такое точные удары и ракет против полноценного вторжения в Курскую область? Я настаиваю на том, что если бы Кремль хотел эскалации, а самое главное был к ней готов, то спокойно обострял из-за тех же поставок Украине западного вооружения. Однако делать этого не стал. Вся эта искусственно нагнетаемая истерика вокруг дальнобойных западных ракет — циничный способ сохранить войну в понятном и выгодном для Путина формате. После расширения радиуса поражения западных ракет для российской армии фактически ничего не изменилось, как и для Кремля. Добавилось только страдания простым людям, но для путинской власти это никогда не было весомой причиной для телодвижения. Так что не переживайте, мы еще поживем. Насчет этого туганлар, башкортлар, хам татарларга скажу, и всем скажу насчет ядерки, по идее, блядь, нахуй. Вообще я даже не думал, да, вот от себя, блядь, могу сказать, блядь. Если нам что-то суждено от чего-то сгореть, да, так скажем, блядь, ну, это если ядерная бомба, блядь, это сгореть, допустим, да, у Аллах Таалям, как говорится, лучше знаток всего. И когда что будет, как говорится, нам, как говорится, это неизвестно. Поэтому, исходя от этого, ссаться нахуй, бояться, блядь, не стоит того, чего нету, блядь. Поэтому для этого и есть, блядь, таваккаль Аллах. Значит, надо надеяться на Аллаха и действовать. Не спать. Надо вставать и идти, блядь, на Москву, я не знаю, как, блядь, правильно. Короче, разъебывать полностью кремлевских этих Соловьев, блядь, этих Скобеевых, начиная, блядь, и заканчивая, блядь, в памперсы надеть Путина, блядь, и Лукашенко и так далее, всех пригнать туда. Поэтому для этого нужна стабильная, нахуй, нормальная рота, так скажем, блядь. Отряд, я не знаю, блядь, группировка, как хотите называть, мафия, блядь, как хотите назовите себя, блядь. Главное пойти в Москву и полностью покончить с этим режимом, блядь. Полностью для того, чтобы, блядь, у нас была независимость, чтобы мы нахуй не думали, что когда же, блядь, Путин что-то там нажмет, он не нажмет, блядь. Сидеть, блядь, ждать, нахуй, море погоды, когда есть у нас руки, ноги, и мы можем это сделать, нахрена, блядь, вообще надеяться на что-то? Нахрена сидеть, блядь, проголодь, нахуй, идти в лаптях, блядь, воевать, если можно это сделать сегодня, блядь. Это просто можно сделать сегодня, покончить с всем этим дерьмом, блядь. Вы просто, знаете, вот оценивать должны еще одну вещь, с одной стороны еще, блядь, что в эту сраную войну, получается, подтянули весь мир, блядь. Как будто бы внутри нет мужиков вообще, блядь, нахуй. Начиная, блядь, с Чечни, блядь, заканчивая Алтай, как будто нет мужиков, блядь. Чтобы закончить этой хуйней. Почему, блядь, нахуй, подобие меня, блядь, Кашапова, Габасова, люди, которые сбежали, блядь, от этого дерьма, должны вам это доказывать, блядь? Почему мы должны вам это рассказывать? Че у вас, нахуй, мозгов нету, блядь? Больше нас, наверное, мозги у вас есть, блядь.
Оқығанлар, оқымышлылар, акыл, блядь, у вас, наверное, же есть, блядь, которые закончили университеты туда-сюда, блядь, невъебенные. А в чем проблема ваша, блядь? Зачем, блядь, нахуй, подобие вот такие, блядь, вести, блядь, диалоги каждый день, что-то вам рассказывать, и вы не можете понять, собраться, блядь. Почему мы не можем, как Кашапов мне предъявил, 20 человек? Почему я 20 человек не могу набрать, блядь, в отряд свой, а? В идеале 20 тысяч хочу. Может, 200 тысяч. Вот такой отряд хочу. А давайте пойдем, да? Решим эту проблему, блядь. Что-то загнивает эта проблема, понимаете? Трупов очень много, блядь, с Башкортостана, с Татарстана. Вам это что-то не говорит, да? Вам похуй на них, да? А может, следующий это ты, который сидишь там, блядь, ноешь нахуй, блядь, под юбкой своей, блядь, жены или матери. Думаешь, блядь, что делать, нахуй. Свяжись со мной, блядь. Я тебе скажу, что делать, нахуй. Вылазь нахуй оттуда, блядь. Утырган жериннен шық нахуй. Утырасың анда кукай салып, блядь. Не могу вот этого, блядь, донести до вас, наверное. Я не знаю, блядь, на каком еще языке говорит. Татаршада тырышам сөйләргә, блядь. Урысшада сөйлеймін. Ну, блядь, инглиз тілі у меня не перфект, нахуй. Little bit. В сети показали, как выглядит село Капустин-Яр, блядь, в Астраханской области, откуда Россия запускает баллистические ракеты стоимостью по 50-60 миллионов долларов. Жители села точно не боятся ответных ударов, так как хуже уже не будет. Там развалюхи, сука, со времен, нахуй, Ленина, блядь, нахуй, если еще не раньше, блядь. Смотрим, блядь. Street view of village from Капустин-Яр, блядь. Иногда свиньи, как обычно, Ленин. Дома, блядь, рухлить. И самое главное, знаете, блядь, меня удивляет в этих, в русских селах, нахуй, блядь, меня удивляет, нахуй, да и в Украине то же самое, блядь, у людей крыши из шифера. Понимаете? Если у человека, блядь, в Башкортостане, в Татарстане у всех железные крыши, а у них из шифера. Понимаете? В Узбекистане тоже крыши из шифера. Это уже один звоночек тому, что народ бедный, нахуй. Народ бедный, блядь. Крыши, блядь, нормальные люди делают из железа. Закрывается колай, блядь, колай дейля. Колай, малай, кутукалай. Вот, они из шифера. Шифер в любое время, блядь, из этих гвоздей вылетает на любом, блядь, нахуй, шторме, блядь, и улетает полностью шифер, блядь. В Крыму особенно улетает шифер, блядь, легко. Колай улетает, не то что шифер, блядь. Поэтому, исходя от этого, нахуй, тут у всех деревянные дома и, главное, шифер, блядь. Деревянные дома и шифер. Если дом деревянный, значит, крыша должна быть железная, нахуй. Ну, как-то вот так у татар и башкортов. Явно не из шифера, нахуй. Даже в бане у нас, блядь, не из шифера, нахуй, крыши, блядь, а из колая. Так что вот так вот, туганлар. Поэтому, исходя от этого, блядь, нищета, нахуй, этих регионов, где, он говорят, блядь, капусты, блядь, только они там, нахуй, настругали, блядь, нахуй, и посолили только, блядь, ну, не денег. Вот примерно так. Чё опять добавили, нахуй? Даян Уилданов, 30 лет, Мелеузовский район, село Юмаково. Убили на войне в Украине. Ну, чё уж, блядь, ну, давайте туда зайдем. Что там опять происходит? Давно не был. Пройдемся. О, Ильдус Хисамиев. Город Нефтекамск, блядь. Ну-ка, что за чувак? Ну, старик, короче. 68-го года, умер 9 сентября 24 года. Пиздец, нахуй. Бабай, блядь. Виссарион Степанов, блядь. Наумкина, блядь. Аургазы. Это что? Виктор какой-то, Благовещенск. Белорецк, Раиль Сиражидин, 45 лет, в июне 24 года подписал контракт, в июне, представили, да, в этом году, а уже в августе убили. Заебись, блядь, июнь или август. 100 дней до приказа. Пизда вам всем. О, салям. Бубо, бойбу, буйбу. Так, Денис Лугов, Благовещенск. Понятно, тоже какой-то чувак. Андрей Кузнецов, Белорецк, блядь. Ой, блядь. Ну, явно, блядь, какой-то вот узкожопый, блядь.
Пиздец. Так. Дамир Кусмаев, 34 года. Мелиуз, блядь. Зириково. Село Зириково. Мелиуз, блядь, 34 года. Ильнур, 38, Мелиуз, блядь. Мелиуз, блядь, Мелиуз, блядь, Мелиуз. Мне кажется, они, блядь, принципиально теперь так грузить начали. Только Мелиуз, блядь. Артур Фаткудинов, 22 года, Мелиуз, село Зирган, блядь. Заключил контракт в июне 24 года, а уже в ноябре убили. Заебись, а? 22 года, блядь. Кутах Барман Арганда, а? Артур Фаткудинов, блядь. Артур башқұрт малайы, блядь, көздері мына. Башқұртны разрезы. Татар түгіл енді, явно. Пиздец, нахуй. Мелиуз, блядь, ёпта, менің бет, блядь, бір келін опақайым тетям енді, Мелиуздан да енді. Аузына тащим. Так. Башқұртлар анда, блядь, башқұртлар! Гулясыз, башқұртлар, блядь, арамгина буласыз. Аузына тащим, блядь. Рустем Янзигитов, 83-го года, город Уфа, блядь. Пиздец. Артем Шульгинов, 86-й, блядь, Уфа, блядь. Геннадий, блядь, Уфа, 92-го года. 92-го года, блядь. Геннадий, ебан, блядь. Константин, 90-го года, блядь. Ой, бля, Альберт Габдулхаков. Габдулхаков. Абдулхак. 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 Габдулхак. Абдулхак. Абдулхак. Что-то знакомое, блядь. Так, этот, имя такое, да? Абдулхак. Мое, получается, Абдулхак. Получается, мое менің нәнәмні абысының исімі Абдулхак ие, вроде бы. Зур абысымы какой-то абысыйынды. Так, Альберт, этот, Габдулхаков, 77-ші ел, город Уфа. Долбень. Так, Денис, блядь, 44 яш, Уфа. Уфа, блядь, Андрей Иллебиш яш. Карымжон Киргизбеков, 51 год, Уфа. Карымжон Кыргызбеков, блядь, или кыргыз, или узбек. Куттақ бармы? 51 яш, долбень. Зафар Абдуганиев. Зафар Абдуганиев, 57 лет. Зафар Абдуганиев. Ну, явно узбек, блядь. Абдуганиев, блядь. Альберт Хисамудинов, 51 год, город Стерлитамак. Ткадынский хуй. Халид Курамшин, Стерлитамак. Началось, блядь. Стерлитамак, Игорь, блядь. Рафаэль Ахмедзянов, 55 лет, Матевбаш, Белебей, где кричат «налей, налей». Владимир Чуприянов, Белебей, блядь. Приютово, ёбаный. Село Раевка, Алишеевска, Альберт Закиев. Не старый. Тагир Идрисов. Ой, бля, Раевка, блядь. Альшайдан. Арсен Бектимиров, Егермеберш. Благоварский район. Инягнеке, Благоварский район, блядь. Село Языково, нахуй. Бывал я там. Павел Анисимов, блядь, вот этот Благоварский, пиздец же молодой, сопляк, 21 год, ну да, блядь, так бармекан, блядь. Павел, блядь, Раевка, блядь, Раевка, 25, Ильшат Заманов, 25, блядь, Раевка, мать твою, 41, блядь, Дмитрий Степанов, блядь, куда ну? Раевка, ёпта, опять Раевка, Белебей, Ринат Сафаргалиев. Молодой, блядь. Игорь Викторов, 53 года. Почему у него здесь фотка молодая, блядь? Белебей, Перютова, блядь. Данис, Белорецк или Дуртяш. Башкорт, наверное. Станислав, Белебей. Молодой, ну, так, лет 45, наверное. Кирилл Кутлин, блядь. Кутлин, блядь. 24 года, город Нефтекамск. Ой, блядь, дебил, блядь. Раян Мустафин, 52 года. Белорецк, 58, блядь. Артем какой-то Соколов. Александр, 34 года. Владислав Бурамбаев. Бурамбай, блядь. Бурамбай, блядь. Был такой чувак знакомый. Бурамбаев, блядь. Бурамбай, блядь. Бакыт Ахмадиев, 44 года. Белорецк, блядь.
Саддам Аитов 27, Мелиуз, блядь. Саддам, блядь, Хусейн, блядь. Пиздец. Андрей Халилов 29, Мелиуз. Ой, блядь. Вот тебе нахуй. 30 сентября 24 года подписал контракт, а уже 2 ноября убили. Прикиньте, да? 60 kun. 60 kundan so'ng o'lgan уже. Долбоёб. Ему не сиделось, наверное. Bu o'zini tagi narsasin jahannamin izlab yuringlar endi bular butunisi. Bular jahannamga ketadi endi. Bular явно, блядь, нахуй. Не знаю, блядь. Не будут они прощены за тупость ихнюю, блядь. Потому что самовольно пошли, блядь. Самовольно. Так, более-менее, если даже заставили бы, может, как-то можно было бы отмазать их в рай или в ад. А так, хуй они отмажутся там. Так. Батыр Толпар пишет. Роль Башкортостана и Татарстана в нападении на Украину становится вызывающей. За неделю мы зафиксировали 96 убитых из Башкортостана. 96 за неделю, блядь! За неделю! 96, блядь! Башқұртстанда, блядь, надо 96 бала қыз туылды ма екен, а? Башқұртстан бойынша 96 бала туылды ма екен? Айтыңыз мені, блядь. 96 кіші өлген, блядь. 96 кішіні, блядь, өстірген аналар нәрсе ішлейкен қазір. 96, блядь, я хуею, просто мне пиздец хуево, блядь. 96 кіші, блядь, это же нихуя себе, блядь. Придурки, нахуй. Сами себя истребляете, блядь, а? Нет, блядь, один Путин, блядь. Вас 96, блядь. Справиться же можно, а? Если уж на то пошло, блядь, или сопоставлять, блядь, вот эти численности, нахуй. Вы чё, тупорылые, а? Тут, блядь, я 20 человек не могу набрать, а вы 96 пошли, блядь, нахуй, за Путина, блядь. Блядь, мне хуёво. И 89 из Татарстана. Татарлар эзгенегене наебать еткеннер башкортларны. Аж, блядь, на 7 человек, нахуй. На 7 человек как раз недельный отчет, блядь, где-то проебался. Башкортостан и Татарстан в очень тупом, низком уровневом состоянии сейчас вы. Очнитесь, туганлар, очнитесь, вы хватит уже умирать, блядь. Вы что думаете, что, блядь, нахуй, с ышкыраттығызмы, блядь? Что, вы такой, вы невъебенный, вы что-то доказали кому-то, что ли? Или мне там, обычному человеку, вы что доказали? Ты даже своей жене ничего не смог доказать, блядь, не то, что, блядь, мне. Что вы доказали, нахуй? Путину? Нахуй ты есть, нет ему нахуй. Он даже не знает о тебе. Чё ты доказал, блядь? Медаль в жопу заработал. Блядь, детей оставили, нахуй, сиротами, нахуй. Блядь. Блядь, есть, наверное, люди, блядь, которые реально думают о том, что, блядь, нахуй, что, блядь, есть рай, есть ад. Ну, чтобы, блядь, воткнуться, блядь, как говорится, туда или сюда, если думать о смерти, ну, лучше ведь пойти, блядь, на Москву, дать, нахуй, блядь, туда, блядь, нахуй, все силы, а? На уничтожение вот этого, блядь, мясорубки, блядь. Резетка, так скажем, если электрическая мясорубка, представим, блядь, в уме, если мясорубка лежит, блядь, нахуй, в Украине, удлинитель, нахуй, концовка, нахуй, надо вытащить, блядь, с розетки, блядь, в Москве. Надо туда съездить быстренько, нахуй, вытащить, нахуй, с розетки, блядь, эту мясорубку, нахуй. Выключить надо. А она там. Самые высокие цифры по России, блядь. Представляете, да? Это отражение потока наемников, которые едут убивать украинцев за деньги. И результат активности местной власти. Хабирова и Минниханова, наверное, да? Добавлю от себя. Контраст с Кавказом разительный.
Главным злодеем у нас считается Дон Кадыров, но по факту на казанские ефимские бонзы точно не лучше. Просто у них другая стилистика. Если кто-то считает, что удастся ввести в заблуждение, оттеплять от возмездия, цифры не позволят. Понимаете, да? Как мне один дагестанец, товарищ мой, сказал, он сейчас в Дагестане. Если что, говорит, мы в горы уйдем. Им похуй, понимаете? Они в горы могут уйти. Понимаете, дагестанцы могут в горы уйти, если они не хотят умирать или воевать. Вот где, блядь, есть какой-то шанс остаться в живых. А башкирт bilan Татарда, как menim nanam aytay, ozoq ishtanin solib bera. Это татар nanam aytay menga shuni. Ну, о каких-то других людях. Ну, получается, если употребить это, то, блядь, на самом деле, да. Хитро выявленный татарин не может, блядь, хитро поступить в этот момент. Я не могу понять, нахуй. Простые, сука, нахуй, как 15 копеек, блядь. Ладно, блядь. Хуй с ним, блядь, сказали бы, блядь. Вместо 21 век, вместо украинцев прибыло, нахуй, гестаповцы, блядь, вот эти, блядь. Немцы сраные. Вот я их ненавижу, немцев, до сих пор ненавижу я их. Вот эти немцы приперлись бы, допустим. И напали бы, блядь, в Украину, в Курск, блядь. Пошли бы они на Москву, допустим. Хуй с ним. Но в этот момент как-то можно было бы подумать. Но идти, блядь, как фашисты шли, блядь, на тот, блядь, коммунизм, блядь. В данный момент только все наоборот. Как можно вообще идти под это, блядь, Получается, что? Получается, нахуй, фашист, немец тоже платил хорошо деньги своим, блядь, этим наемникам? Или все-таки они идейные были? Что-то я не могу понять, нахуй. Кто ебет и кормит, я не могу понять. Мен аңламайм, башкортлар, татарлар, вы чё, блядь? Ашка калдыгызмы? Ашарга юкмы, ашарга, мен аңламайм. Нәрсә, безне нәнәйләр бөтенесе бәрәңге ашап, бәрәңге суын эчкән кабыгы белән, әпәйне бүлеп ашаганлар. Bir алманы бишкә бүләйек дип җырлар да бар да инде. Bir алманы бишкә бүләекме, 7-гә бүләекме, 10-гә бүләекме, bir алманы. Bir алманы бүлеп ашаганлар. Әллә ничәгә. Голодоморлар үткән халык. Вы чё, блядь? Позарились на 205 тысяч или там на 250 или там на 5 лямов? Получается. Как до этого, помните, показывал, смотрели или что? Или где я смотрел, блядь? Об этом говорил, нет? А, новости вроде, нет? Да, какой-то новость смотрел, как блядь, женщина взяла, блядь, нахуй, с детдома, блядь, получается, пацана. Но этот пацан, короче, идет в армию. Вот сейчас идет в армию служить. А она такая, блядь, нахуй, ну тут комментирует, которая радостная, говорит, блядь, радостная она, блядь, что, блядь, квартиру дали этому долбоебу. Он детдомовец, получил квартиру, ну, квартира останется ей, этой, которая с детдома взяла его. А он радостный, что у него будет квартира после возвращения с войны. А он идет на войну. То ли контракт, то ли, блядь, молодой еще, хуй его, блядь. Ну, вот сюда, блядь, идет, в Украину. Думает, что он вернется. Квартира новая. А та-то, сука, радостная матушка, блядь, которая, блядь, с детдома его подобрала. Вот заебись бизнес, да, пошел? С детдома берешь, отправляешь его нахуй быстренько в армию, тебе зачисляют бабки по 5 миллионов и так далее. Ну, как всегда, я вспоминаю в этот момент свою, сука, вторую жену, блядь, пидораску, которая говорит, в армию пошел бы, 200 тысяч зарабатывал бы.
и нам помогал бы. Я говорю, пошла нахуй. Понимаете, слабость и в то же время, так скажем, блядь, нахуй. Своя внутри какой-то свой стержень, блядь, у каждого башкирта и татара должен быть. Получается, значит, ты можешь, получается, продаться, ты можешь, оказывается, продаться, да, за любые действия на войну, там, не на войну, на, блядь, я не знаю, на драку пойти за деньги. Ты можешь, оказывается, просто продаться, да? Типа тебе хуёво живется, и ты идешь просто умирать. Ну, у тебя же мало денег, ты бомжуешь, блядь, там, да? Голодуешь, блядь. Ошаргаю, блядь, и ты идешь, блядь, на войну. Вот как можно это все понимать, блядь? Вот взяв меня в пример, допустим, да, вот, допустим, как я, да, хуя кто уехал, блядь. Кто как живет, это их не дело, блядь. Но, блядь, можно, оказывается, и на 210 евро жить, блядь. Аллаха шükür. Akşa артынан мен de çabasım kile. Benim de işlisim kile benim. Но менә бирмиләр эшләргә. Значит, Аллаһ Тәала миңа насыйп кылмаган. Күтемне кысып утырыппан. А вам, получается, дает такое, да, типа, и рыбку съесть, и нахуй съесть, да? Примерно так. Вы пошли, блядь, золотую рыбку нахуй ловить, блядь, и тут хуякс нахуй, блядь. Дрон вас атаковал, блядь. И вас на запчасти, нахуй. Примерно вот так, блядь. Получается, значит, мне и 210 хватает, хоть я энкейлерге ярдам бермейм, вообще нихуя, блядь. Не могу помочь. А вам и 200 тысяч мало, блядь. Потому что вы один раз пошли, вы оттуда возвращаться не можете даже. Приходите в отпуск, а потом обратно едете обратно. Сколько таких тоже слышали мы? Приезжаете в отпуск, обратно едете. Охуительно, да? Это если кому-то повезло. Второй раз вы свою судьбу испытываете. И шумля с концами, наверное, уже, блядь. Охуительно, блядь. Значит, Башкортостанда, Татарстанда до такой степени голодные люди, значит, да? Если посмотреть на мир и чуть-чуть посмотреть какие-то интересные, блядь, нахуй передачи, и в передачах, блядь, в мире даже не 210, а за 3 евро, как я в тот раз я озвучивал, в КНДР, блядь, в месяц 3 евро, оказывается, зарплата. 3 евро, блядь. 1, 2, 3 евро примерно. 3 евро, тьфу, блядь, доллара. Ну, хуй с ним, блядь, туда-сюда. 300 рублей в месяц. А вы, оказывается, на 250 тысяч вам мало. Нет, точнее, вам 30 тысяч рублей мало. Если ты хорошо постараешься, и 50 тысяч можешь зарабатывать. И 100 можешь зарабатывать. Ну, вам не дадут так зарабатывать. Вас загребают без спроса. Поэтому, значит, надо валить. Валить надо. Вон же, блядь, Айтуганов этот, блядь, Куттакбаш рэпер съебался же. Как там, блядь? Алтынай Валитов, блядь. ИСМ, да, пиздец. Алтынай, блядь. Алтынай, блядь. Обычно, блядь, в Узбекистане или в Кыргызстане так женщин называют, нахуй. Алтынай, блядь. Нашли, какое имя ему дать, блядь. Алтынай Валитов, блядь. Пиздец. Имя тоже, блядь. Хуй поймешь. Қыз баланы исемі, егет кішіні исемі, блядь. Айтам бейт, Куттакбаш, Ташак деп кушағыз исеміні. Хоть определить можно будет, блядь. Ёбаный в рот, исемігіз, да? Так, ладно, так. Так, дочитал, да? Короче, вот такая хуйня. Россия вынуждена признавать самые большие потери с 2022 года. В данный момент признаваемые РФ потери в 2,5 раза выше. Вот шундыхаль. Ну вот этот. Ну все, тут, короче, смерть. Уже читать даже не хочу. До хрена что-то. Перезагрузили тут тоже. Ну вот уже, тут подъебали уже без меня.
Имена остальных детей, этих долбоебов. Первый Гойда, оказывается, Гойда. Гойда, блядь. Надо погуглить, что такое Гойда. Крым наш, договорнячок, стабильность, Ахмат Слива, можем повтор, ИПСО, многоходовочка, Зова, Кожегет, своих Браска, Ядерка, Хабиров лох. Это точно кто-то башкортлар придумали. Община мира. Вот примерно так. Ну, я добавлю свое. Вот Кутахбаш, Ташак, Патаксяк, Литр там. Клиторочек мой. Мой клиторочек. Иван Клиторочковна. Пиздец нахуй, блядь. Можно еще добавить, блядь, оттраханная клитор нахуй. Так, дальше. О, Россия, Китай. Взаимовыгодное сотрудничество с 13-15 ноября 2024 года. Вот этот Ташагин Миниха у нас сидит. На круглом столе, посвященном российско-китайскому сотрудничеству, Рустик Миниханов подчеркнул готовность Татарстана стать точкой входа. Точкой входа, нихуя себе. В этом точке входа у вас затычка уже, дорогой мой Рустик, блядь. Для китайских компаний и на российский рынок. Ну, наверное, точка входа у них теперь в рот будут давать китайцы, а потому что Москва имеет их в жопу уже давно, 500 лет. Пример уже реализованных проектов: индустриальный парк и заводы корпорации Haier, который работает с 2015 года. В Казани планируется создание Haier. Вот этот Haier. В Казани планируется создание центра содействия инвестициям китайских предприятий. Китайские компании, включая нефтегазовые, строительные и IT-гиганты IT, активно заходят в республику. Заходят. Вот насчет китайцев я бы хотел бы сказать так, что иншаллах, когда мы развалим, блядь, Русню, Башкортстанга, Татарстан, білмеймін да, как, блядь, она такая, если, блядь, ебанутая, нахуй, я ничего не могу сказать. Башкортстанга принципиально Китайна кіртмеске. Принципиально. Башкортстан будет до океана, до Ненеции, и Башкортстанга принципиально Китайна кіртмеске, потому что они заебут нас, нахуй, как в Африке. В Африке они тоже, как пиздолизы, заходят и потом имеют весь народ. Потому что мне друзья-африканцы рассказывали, как у них там все стоит, все дело. 3 копейки платят, используют африканцев, блядь, 24 часа на 7, блядь, 24 на 7. Короче говоря, это жопа. И все бабки, ресурсы высасывают нахуй Китай. Поэтому африканцы лохи, но умные, недовольны. И после этого разговора я понял, что в Африке тоже китайское рабство. Они сажают везде рис, туда-сюда, нахуй, шитевые, блядь, эти открывали. Все классно, да, звучит классно, африканцы с работы, там, хоть деньги есть туда-сюда, но как они их используют, ебать, как хозяева. Африканцы тупые, и их используют. Но для этого, блядь, мы обязательно, нахуй, должны уничтожить Москву. И поэтому Башкортостанга Китай не зайдет. Я, как всегда говорил, и туркам нахуй нам не место. Мы, как говорится, самодостаточные. И нам нахуй сосунки какие-то, которые нам будут еще что-то указывать нахуй. Ебал я в рот. Всю жизнь терпел это сраный нахуй вьетнамский рынок, который захватил, блядь, пол Уфы, блядь, нахуй в Деме, блядь. И не давал ничего делать нахуй, потому что взятки нахуй. Ничего ты не можешь там торговать своим, блядь, нахуй, только их не барахло, нахуй. И нашим девчонкам всем копейки платили, нахуй, блядь, там вообще, блядь, 300 рублей в день, нахуй. 300 рублей в день, нахуй. Или, Peugeot, 200 рублей в день платили, 200 рублей в день. Ебануться, а они там миллионы воротили, нахуй, в этой продаже, блядь. А им платили 200 рублей, это в месяц, нахуй, там 12, или сколько там, блядь, 203, давай, 3. 6 тысяч, что ли? Сука, 6 тысяч, блядь. Да, 6 тысяч, нахуй, прикиньте, блядь. Это позор, блядь. Поэтому, исходя от этого, туганлар, никаких вьетнамцев, никаких китайцев, нахуй нам не нужно. Мы обязательно, нахуй, мы сами разберемся без этих пидорасии, нахуй, и китайцев. Поэтому Башкортостан, ну, и Татарстан, если он не ебанутый будет там власть, нахуй, если она будет совмещена с нашим, блядь,
как так скажем, блядь, одинаково, если войдем, надеюсь, мы одинаково будем действовать везде. И исходя от этого, Башкортостан и Татарстанда китайцам волю нельзя давать. У нас будут свои компаньоны. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Если надо будет, там свяжемся мы со своими мусульманскими странами. Это Пакистан, Бангладеш. Бангладеш тоже у меня знакомый дохуя. Найдем рабсилу. Нам китайская рабсила, точнее хозяйство китайцев не нужно. Поэтому, как говорится, нам есть кому помогать и куда расти. Поэтому мы должны будем помогать своим мусульманским братьям. Это вот примерно вот эти. Само собой, если мы снесем Путина, мы снесем и этого гандона Туркменбаши, блядь. Туркменбаши тоже уберем. Мирзяева, само собой, уберем нахуй. Он сам слетит автоматом оттуда. И получается Афган, Туркменистан, Пакистан и Бангладеш, все мы под себя замнем, под себя заберем, потому что они вроде бы продвинутые люди, но в то же время чуть-чуть туповатые нахуй. Поэтому наша вот эта, так сказать, такая вот как бы ехидность наша, да, и такая хитровыебанность наша, потому что мы же из Рашки бывшие будем, мы их как бы, так скажем, обучим более цивилизованному, так скажем, исламу, цивилизации, приведем их в порядок. И достроим вот этот путь, который будет проходить с Афганистана в Пакистан, который строит вроде бы, да, железнодорожный. И вот эту всю железную дорогу соединим с Башкортостаном, с Татарстаном и нашими регионами. Таким образом, с одного, получается, края Ненеции, начиная с Ненеции, заканчивая Пакистаном, у нас будет железная дорога. Вот прямолинейная. И товар будем таскать, и все будет оттуда затаскиваться. Так скажем, новый шелковый путь, только чуть-чуть переформатированный в мусульманские страны, у которых нищета, мы должны им помочь. А может, если дальше больше, и до Индонезии докатимся. Более успешная, богатая страна. Короче говоря, развитие нужно будет делать вот в этом направлении, потому что эти страны, которые очень близки к нам, мы не арабы, чтобы лицемерить, мы не пидорасы, как они нахуй. Мы, как говорится, именно вот этот манкуртизм, лицемерие, мунафик, вот это все вот эти хуёвины истребим полностью в своей нации. И создадим нормальные, адекватные отношения со всеми. Без воровства, драк, нахуй, коррупции, блядь, и бандитизма. Везде будет нормальное, открытые действия. Само собой, с Казахстаном у нас будет, не будет границы. Открытые границы будут с Казахстаном. В идеале дальше больше, и может Казахстан откроет с Узбекистаном, и так, и так, и так. Но только вопрос будет стоять, пока не разберемся с Афганом и с Пакистаном, там дальше нужно будет как-то, наверное, придерживать границы, чтобы там ебанутые какие-то нахуй ваххабиты нахуй не зашли. Вот примерно так. По идее, блядь, и ваххабитов, и всяких вот этих Хизбут Тахрир тоже нужно будет устаканить, чтобы они не выебывались на наши регионы. Если они даже что-то будут творить, как я всегда говорил, не на нашей территории. Пусть ебутся где хотят, нахуй, только не на нашей Башкортостане, Татарстанда сәгеніп жүрмәсенләр. И в наших туганларның жерләрендә да тоже, блядь. Чтобы у нас была идиллия, красота, как говорится, цивилизация. Чтобы мы превзошли, так, доказали, что мы мусульмане, и превзошли, короче, вот этот европейский, американский, клановые, блядь, так скажем, поднятие, как говорится, всяких пидорастических богатых людей, мы должны превзойти их, чтобы, блядь, нахуй доказать, что ислам тоже может вас, этот, как говорится, воссоединиться вместе и создать огромную, как говорится, такую, так скажем, цивилизацию. А не то, что, блядь, нахуй сейчас нам дали, раздолбав на части. Зачмырили, грубо говоря, да, это наших предков, а потому что там не было цивилизации. Там была цивилизация, но она была не 21 века. Имеется в виду, не было компьютеров, телефонов и так далее. Ну, пещерный быт, грубо говоря, блядь, да. Из-за этого там все-таки, может, и не могло оно продвигаться в лучшую сторону. Да, базара нет, ученые и так далее, все было, китаплар, ухаганлар, все это понятно, но оно другое.
А вот именно вот эта сейчас компьютерная система, блядь, она другая, потому что мы можем общаться и так далее. Цивилизация как бы все-таки сейчас круче, и мы идем в ногу со временем. Только чуть-чуть, блядь, русня тормозит нас нахуй связываться с той же Индонезией, той же нормальными странами, где идет цивилизованная хуйня в виде проектов нахуй, там полетов в космос и так далее, блядь. А мы, блядь, в тупнике нахуй. У нас Башкортостанда, Татарстан обязательно должна будет ядерная бомба нахуй. Обязательно. Я считаю, что Башкортостанда, Татарстанда есть такие у нас люди головастые, блядь, которые могут воссоздать эту, как говорится, бомбу более практичным, удобным для использования вдруг, как говорится, для людей в удобном формате, так скажем, блядь, нахуй. Более, блядь, невредном, блядь, для того, чтобы мы его содержали на своих землях. Примерно так, чтобы они, это хуета не уничтожала, получается, блядь, окружение, блядь, природу и так далее. Примерно вот так. А для этого нужна цивилизация. А Москва закрыла нахуй всю цивилизацию, как в тот раз я уже говорил, блядь, что, блядь, все запчасти даже на самолеты, ничего не собирается, блядь, в России. Уже нет этих запчастей, потому что все запчасти брались, блядь, импортные. Вот до чего докатил нахуй Кремль нас всех. В тупик. Вот порой из-за этого я и поражаюсь нахуй тому, что когда, если по Корану мы идем, говорится конец света и так далее, и то, что там уже не будет ничего. Я так понимаю, что реально, если вот такие мудаки нахуй придут, во власти будут еще 25-35 лет нахуй вот так, то точно, блядь, нахуй цивилизации не будет нахуй. Все ебанут нахуй, ебеням, блядь, и ничего не останется. Конечно, все будем, блядь, в лаптях ходить нахуй потом, блядь. Итак, дальше дочитаем. Так, активно заходит в республику. Однако за внешним успехом скрывается проблема. Китай традиционно использует инвестиции как инструмент влияния. О, а я вам что говорил, видите? Китай, блядь, в Африке тоже ебал всех. Я же вам не просто это говорю. Это вопрос происходил в 2015 годах, блядь. Тогда я об этом общался, блядь, именно с какими африканцами, блядь? Самые низкооплачиваемые. Эритрия, Эфиопия. Самые нищебродские, нахуй. И в Эритрее, и в Эфиопии то же самое. По 200-300 тысяч, как я вам говорил, блядь, людей там. Да хуя, блядь, нахуй. Штабелями, нахуй, живут там, наверное, блядь. Пиздец там, блядь. Дети рождаемость, да хуя там. И нищета. В итоге, короче, их они доят и ебут. Исследование показывает, что в странах, куда Китай активно вкладывает средства, наблюдается рост политической зависимости от Пекина. Финансирование инфраструктурных проектов, например, часто сопровождается предоставлением китайских займов и технологий специалистов, что усиливает экономическую уязвимость принимающей стороны. Понимаете как? Когда Китай приходит со своим, блядь, так скажем, блядь, табуном нахуй, китайцы нахуй привозят своих, блядь, и работают свои. А вы, татары, башкорты и вообще и казахи, и узбеки, вы будете рабами. Вы рабы китайцев становитесь, понимаете? А такая тактика не катит. Не катит. Поэтому тактика должна быть вот такой, блядь, нахуй. Я это знаю по Андижану, блядь. В Андижане, нахуй, думаете, что, корейцы приперлись и узбеки работали? Нихуя. Там тоже работали, блядь, корейцы, пока обучали этих узбеков. Пиздец, нахуй, блядь. Понимаете? Это Уздео, вот это, блядь, Нексия, Дамас, Тико, нахуй, вот эта хуйня, блядь. И вот, поэтому нам нужно будет такие страны, где у нас не будет нахуй уничтожения нашего ресурса рабочего. Получается, нахуй, обучение и процесс вот этого поеботина, нахуй, будет проходить только в таком ключе, что, блядь, вот этот обучающий чувак, он обучит их, блядь, месяц-два, нахуй, и съебется, нахуй, себе куда-нибудь. Откуда он припрется, туда и съебется. Нам не нужны, нахуй, как говорится, кукловоды, нахуй. Вот и все. А мы не куколы, блядь, чтобы слушаться их, блядь. Исходя от этого, нахуй, делается только такая тема, что
связываемся только с такими, блядь, которые реально, нахуй, могут, блядь, экономике помочь. А не так, что, блядь, пришли как клещи, нахуй, и потом высасывают наш лес, блядь, древесину, нефть, блядь, всю хуйню. Нахуй нам такие помощники. Мы с таким помощником можем и с Америкой, блядь, снюхаться. Одна Америка, нахуй, всех перекроет, блядь. Но и Америка нам нахуй не нужна. Поэтому каждый башкирт и татар должен понимать, нахуй, свою идентичность. Мы сами себя должны поднять. Чё, Индонезии кто-то помог, что ли? Индонезии чё, блядь, китайцы приехали, помогали, что ли? Мусульмане, Индонезия, блядь. Им кто-нибудь помогал? Нихуя им никто не помогал, блядь. Они сами. Все сами, понимаете, с усами. Поэтому в итоге Яңгыр ява башлады урамда что-то. Ебашит. Дождь, блядь. Шундыхаль, дуслар. Поэтому мы ни в коем случае, нахуй, мы не должны будем вот это принимающей стороны, блядь. Ситуация в Татарстане не исключение. Растущее присутствие Китая в экономике республики — это сигнал к тому, что управление ключевыми процессами может выйти из-под контроля и перейти в руки компартии КНР. Видите, как классно, да, блядь? Видите, вот мои прям слова, блядь, тут написаны, блядь. Республиканские власти пока не демонстрируют способность эффективно противостоять подобной экспансии. В условиях, когда Россия становится все более зависимой от Китая, Татарстану крайне сложно отстаивать свои интересы. Вот, шунарға, татарлар, башқұртлар, оңларға тиіш, блядь, и қазақтар да и все, блядь, нахуй. Бұл құттақ башларны, узкоглазыларны, якынлаштырырға түгел вообще, блядь. Вообще, аякларын, кулларын сындырырға нахуй келгенларны, блядь. Ни одна эта узкоглазая хуета со своими тапочками резиновыми, нахуй, не должны, нахуй, пересекать наши траектории, нахуй, границ, блядь, Казахстана и Башкортостана, потому что ихняя тема только могут приехать, нахуй, как туристы, с деньгами, как туризм, там, походить, кумыс попить, вот и все, не больше. Китайцы, нахуй, они по жизни, даже в Европе, как и все мне, вот Дунганец говорил, ну и мне рассказывали, что им раньше выдавали огромные бабки, чтобы они пиздовали в Америку или в другие страны, нахуй, чтобы они там открывали рестораны, кафе, хуе, становились, нахуй, местными, и потом этим местным приезжали тоже китайцы, и они развивали свою китайскую систему. Чтобы вот эти, блядь, улицы китайские в Америке и так далее, города, нахуй, могут быть китайскими даже. Вы что думаете? Поэтому, исходя от этого, нам вот этот китайский сыр-бор, нахуй, так скажем, блядь, как, блядь, в Америке улица, нахуй, улица разбитых фонарей, нахуй, нам не надо, блядь. Этот Брайтон-Бич, нахуй, китайский, нахуй. Этот Чайна-таун, Кайна-нанун. Не надо, блядь, нахуй. Только независимая политика сможет гарантировать сохранение контроля над ресурсом. Так, стоп. Татарстан нуждается в стратегии защиты своей экономической и политической самостоятельности. Килишан, только независимая политика сможет гарантировать сохранение контроля над ресурсом региона и его будущем. Однако пока татарстанские элиты не демонстрируют гибкости в этом вопросе, а просто берут под козырек указания Москвы. Шулай, блядь. Сіз аңламайсыз, блядь, что Москва, блядь, полностью біздің жерлерімізді сотып бітті бит енді уже, нахуй. Давно, блядь, эти алкаши сраные, нахуй, с регионов все продали, блядь. Весь, нахуй, Алтай продали, блядь, нахуй, Тюмень, Сібірлеріне, виш, бүтінісін, нахуй, сотып біттілер бит енді. Шунардан соң, блядь, башқұрт, блядь, татар, блядь, сука, когда вы уже очухаетесь, а? Я вот этого никак, нахуй, себе в голове не могу вписать, блядь. Всякие мурзаголовы, нахуй, сережками, нахуй, суки, нахуй, с высшим образованием, пидоры, нахуй, какие-то, блядь, сука, толерантные, нетолерантные гандоны, блядь, нахуй, которые в правительстве работали, блядь, с сережками, гандоны, блядь. Вы, пидоры, нахуя учились, ублюдки, блядь. Вы на что учились вообще, а? БГУлар бітіргенлер, құттақ сынықлары. Вы сіз нәрсе ойлап жүрсіз онда, блядь, мен оңламайм, а? Это ладно, нахуй, меня в армии забрали, я нахуй потом послал высшее образование, блядь. И то у меня не та тема была, блядь, по идее, блядь. Хз, блядь. Не знаю, блядь, даже кому это объяснять, с кем общаться, я не знаю, блядь. Где правильные люди, кому это докладывать, хз. Кто-то воюет, а кто-то кайфует. Туве чиновника заставили извиниться за пьяный танец в клубе. Позволил себе расслабиться. 34-летний министр спорта Тувы показал, как зарабатываются настоящие медали за 5 шотов. Но угодил в скандал. Ролик, записанный в ночном клубе Монголии, разлетелся по местным пабликам, и чиновника призвали отправить в отставку.
уебок, блядь, нахуй. И что там он сделал, блядь? Сука, блядь. Почему вот чиновники сразу жирные они становятся? Я хуею, блядь. Вот харя нахуй кирпича просят. Интернет четкіде болса, ама хумда мен кирсиден биле видео тарап тұр. Ол видео алса, мен шөлем ерзінде çoğu kişilerinin ulu bayırlarına ögülen bile dışlanıp sağır sektiğinden öğürüp suğa salınıp drone üyendir. Mesela da Нихуя! Слышали? Тувинский, блядь. Ну чё за нахуй? На казахском, что ли, он говорит, блядь? Ха! Я его почти понимаю, блядь. Чё он пиздит там, блядь? Ну-ка. tokçu, ajıldakçı kişi can suğa salınıp aldınma suğa sekidip minip durman. Can kaç. Как турки говорят, а мы накоидом, блядь. Чё за нахуй? Тувинцы, пидорасы, вы же наши гандоны. Чё творите, пидорасы? Мы же вас, блядь, сука, за такую хуйню тоже будем гнуть нахуй. Эти тувинцы, блядь, на нашем языке пиздят. Гандоны, блядь, суки. Манкурты ебаные, блядь. Их, вот этих тувинцев, точно подомнем нахуй, под себя нахуй. Казахстан, Башкортостан за них будет врубаться, блядь, потому что их мало нахуй, сука. Их надо собрать, блядь. Что-то язык больно одинаковый у нас, блядь. Чтоб Китай их не проглотил нахуй там, или Монголию не ушли, блядь. Ну, короче говоря, блядь, чуть-чуть есть акцентик монгольский, потому что я с монголами жил, чуть-чуть знаю монгольский акцент. Слова не знаю, но такие вот, вот эти остановки, как монгольские. А слова казахские, блядь, или кыргызские. Что-то вот такое. Охуеть можно, блядь. В итоге, короче, тувинцы это, блядь, такой же, как мы, блядь, узкоглазый, блядь, такой же. Пиздец, короче. Ну, короче, куражнулся, понятно, блядь. Ну, ясно. Чувак, блядь, любит покуражиться. Депутат 34 года, нахуй. Тувинец, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Ну, пиздец. Я что-то не слышал никогда, блядь. Сколько, блядь, с тувинцами служил, эти уёбки говорили только на русском, блядь. Оказывается, блядь, почти как наш язык, блядь. Ясно. С тувинцами будем, как говорится, решать вопрос о, как говорится, разборе. Чтобы эти пидоры, нахуй, тоже, блядь, создали свою республику нормальную, без Шойгу, блядь. Так, друг Путина и по совместительству президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук потребовал, чтобы Запад сплатил России деньги за воздух. Ебанутый. Ведь у России самая большая площадь лесов, и она чистит планету. А еще что, блядь, нахуй? Может просто сократить площадь России, а то этот лес все равно грузовиками едет в Китай за копейки. Во-во-во. Как бы я его даже слушать не хочу, нахуй. Чисто прочитал его, так скажем, словечки. Шундыхаль, туганлар. Поэтому, как говорится, получается, эти тувинцы, блядь, ёпта, нихуя язык наш, блядь. Так что, блядь, что там, блядь, Алтай, Тыва, Бурятия. Ну, короче говоря, как я в тот раз говорил в каком-то другом эфире, что Японии выделять будем вот этот Уссурийский, Владивосток, Хабаровск, примерно, если мы подарим этим япошкам, мы с ними, как говорится, не в рамсах, Башкортостан с Татарстаном в нормальных, адекватных положениях. И плюс я знаю, там татарин или башкорт есть, короче, у нас был древний чувак, который уехал с Башкортостана вроде бы, или с Татарстана, короче, наш имам, или я не знаю, какой чувак, короче, один есть, который жил или уже не живет, уже раньше жил, или что. Ну, короче говоря, безнен кеше Япония, да, в свое время создал такие близкие отношения с японцами. Поэтому, как говорится, с японцами у нас как бы конфликтов вообще, по идее, не должно быть. И не было, и не должно быть. Особенно башкортлар, блин, татарлар, да, мы такие же узкоглазые, как и они. В итоге, с японцем я считаю, что мы должны будем отдать землю ради Аллаха и подписать такой конкретный, так скажем, приговор, что они дальше этого нахуй, этого земли, в сторону Тувы и этим
алтайцам дальше не залезут и воевать не пойдут. Вот такой будет договор у нас, чтобы они дальше этой черты не залезут. Дружить, да, они будут, должны со всеми вот этими соседями, но воевать, чтобы мы, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, вот мы все должны будем заключить, ну и так далее, конечно, и весь Сибирь, заключить договор такой, чтобы японцам отдается эта земля, но они рыпаться никогда не будут нахуй на нас, раз и навсегда. Любым способом они будут нашими союзниками. И вот этот договор нужно будет сделать. Ну да, кто-то может сказать, давай за деньги продадим эти земли. Ну, посмотрим. Посмотрим, за деньги это нужно будет продавать или как, это уже не моей компетенции. Главное, как говорится, отдать землю для чего? Ради Аллаха, в первую очередь, потому что они ютятся в маленьких островах, а русня голодная, жращая, блядь, нахуй, все территории, забрала все территории. Поэтому мы должны, как говорится, это шаг сделать в мировом контексте, блядь, нахуй, чтобы понимали, что эти территории, как говорится, земли, суша особенно, это земли Аллаха, и никто не должен ютиться где-то на островах и строить такие классные города и, как говорится, не иметь большой земли для спасения. А вдруг, блядь, в любое время Японию накроет огромное цунами, и они останутся под водой. А тут хотя бы у них будет шанс остаться, как говорится, с тувинцами, алтайцами на огромной земле. Поэтому мы должны подготовить эту тему и тоже должны будем поднять этот разговор. Обязательно мы не должны об этом забыть, когда будем расчленять полностью русню. Как говорится, аппетиты, так сказать, вы можете сказать, растут. Нет, здесь не в аппетите дело, а в честности. Именно честности и честности ислама и мусульманства. Что мы, как говорится, адекватно относимся к территориальным, так скажем, землям, которые мы отберем от русни. Потому что это все наше будет, по идее. Всех наших народов, которые живут в Русне и плюс Казахстан. Самый огромный сосед у нас Казахстан, и у них тоже есть свои части земли, которая сейчас поглощена, блядь, русней. Мы обязательно должны будем все вернуть по историческим проектам. И вот этот карты и книги в дальнейшем должны будут писаться уже в нашем репертуаре. Казахстанские историки замечательные должны поработать насчет этого, Башкортостан, Татарстан и так далее, и с другими регионами, запечатлить этот процесс исторический с нормальными, блядь, нахуй, картами, книгами, доказательствами, и все это, нахуй, растиражировать на всех языках, блядь. И в идеале, блядь, создать, блядь, колбу, какую-то такую, блядь, неразрушимую, блядь, хона, ну, это комнату, где в этой комнате будет храниться вся эта историческая хуйня, чтобы какие-то пидоры в виде, блядь, Сталина, Путина, Гитлера, нахуй, не сожгли. Чтобы какая-то сука не сожгла. И оно нужно будет запечатать и засекретить. Это все. Для наших детей, внуков, блядь, неваря-чеваря, всем. И в итоге эту тему, которую вот именно истории нужно написать именно во всех языках мира. Чтобы вдруг нахуй так получится, что на наши земли придут вообще другие нации, и нас не станет. Мы же не знаем, кто после нас будет жить там, блядь. Может, какие-то эти, так скажем, вообще другая нация появится. Аллах Та'аля может других вообще создаст, и язык другой появится. И в итоге, получается, нужно создать во всех языках, вдруг из этих языков что-то они поймут. Они так сейчас, блядь, находят какие-то эти скелеты, где написано хуй поймешь на каком, и потом гадают годами. Что же там написано, блядь? Хуй поймешь на каком языке притом написано. А тут ясно должно быть понятно. Ага, татар тілі, қазақ тіліне yazılған, башқұрт тіліне yazılған, алтай, бүтін тілде yazılған, инглиз тілінде, немец, даже, блядь, на иврите надо написать, нахуй. На всех языках надо ебануть. И книги, да? И эти экземпляры, многотомные экземпляры, нахуй, захуярить. В идеале, блядь, закопать, блядь, под землю. Или, блядь,
создать бомбоубежище какое-то, чтобы там сохранялся он, блядь. Где это книги сохраняются? В каком-то, где воздух, да, должен быть, или наоборот, не должен воздух попадать. Вот что-то не помню в этот момент процесс. В сухом месте, короче говоря, вроде бы, чтобы оно не желтело. Ну, надо придумать бумагу, она чтобы годами не желтела, блядь, многоразовую, так скажем, многолетнюю. Вот примерно так. Окей. Опять началось, блядь, опять это Астра, блядь, опять вылезли нахуй мамаши, жены нахуй, блядь, там пиздец. 90 Витебская, Новгородская, дважды краснознаменная танковая дивизия. Ой, блядь, танкисты ебаные. Так, 400 тысяч, 500 тысяч, ВТБ, опять закинули бабло. Помогите спасти наших парней в Челябинской области. Срочно отказались подписывать контракт с Минобороны, но им выдали неизвестные документы и перевели зарплаты за участие в СВО. Опять нахуй такая хуйня. 6 семей из Чувашии. О, теперь с Чувашии. До этого, помните, блядь, говорилось, блядь, Челябинск, тут Чувашия теперь. 6 семей из Чувашии заявили о том, что их детей, которые отправились проходить срочную службу, заставили подписать неизвестные документы. Эти бумаги приравняли к контракту с Минобороны РФ. Подписание произошло первый же день прибытия молодых людей в гарнизон 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля. Заебись, нахуй. Теперь понял. Чебаркуль-то в Челябинске, Чуваши отправили в Челябинск и зигзагом, нахуй, отправят на войну. Заебись, нахуй. Вот как дурачит народ, блядь. Вот как они, блядь, обманывают наших, получается, так скажем, даже узкожопых. Не то, что там, нахуй, чувашев или других, блядь, народностей, да, ведь. Поэтому я считаю, блядь, в таком положении, если даже узкожопые не могут духом набраться, блядь, за Путина, блядь, да, рубятся они, не могут выйти, значит, чуваши, марийцы, башкортлар, татарлар, блядь, буряты и так далее. А вы хотя бы выходите. Вы хотя бы выходите как национальное, нахуй, движение, блядь. Вы что, не можете создать такое, что ли? Национальное движение, которое, блядь, нахуй, против русни. Примерно так. А по-другому я не вижу какого-то контраста здесь, блядь. Не вижу, блядь, что вы сплоченные, нахуй. Такое чувство, что никакая нахуй может быть сплоченность, если у вас только один такой испуг, блядь. Почему вот, допустим, когда вот создаешь, блядь, какие-то движения ну, как это, блядь, многонациональное движение, может быть испуг. Вы кого боитесь, блядь? Базара нет, допустим, башкортлар, блядь, вышли, а к ним прийти могут татары, блядь, манкурты, чуваши, манкурты, менты, блядь, и так далее. А к вам-то кто придет-то вам, блядь? Вышли, допустим, со всех регионов. К вам кто придет, блядь? Придут русские, которых вы не можете разъебать? Кто вам придет, блядь? Ваши манкуртов в этот момент даже можете не считать. В этот момент вы своих манкуртов даже, блядь, вообще можете не признавать. Разъебывать сразу. А узкожопых нахуй сразу кастрировать. Почему вот так вы не можете выйти, блядь, полностью, блядь? Вот, блядь, причин же вам дали, блядь. Хуево туча причин, блядь, когда говорят, блядь, тут за кордоном, нахуй, гадают, блядь. А какая причина могла бы Путина взорвать атомную бомбу? А какая причина такая? А потом, блядь, причина Путина ищет, блядь. Давайте я буду искать у вас вашу причину, блядь. В чем ваша причина, чтобы не выйти, блядь? Где вы, чё вы, блядь, нахуй? В чем проблема не сборов ваших? Соберитесь уже наконец-то, блядь, конца до концов, блядь. Весь Казахстан топит, грубо говоря, за Украину. Они топят и за Башкортостан, за независимость, за Чечню, за всех. За братьев узкоглазых там, блядь, до Алтая. И что? Нәрсәдә может быть причина ваша не встать. Все ваши эти, блядь, вот эти правозащитники пиздят про это. И бурятам говорят, блядь, тувинцам говорят, всем говорят. Ну, в чем ваша проблема, блядь? Не собраться. Зачем вы, блядь, ждете что-то, блядь?
Вот причина, блядь. Забрали. Все, вот. Мы вышли, блядь, за то, что, блядь, чуваши забрали, блядь. Все, вот эта причина одна. А потом, блядь, вышли, блядь, не заходите нахуй, меняйтесь очередями. И так каждый регион должен выйти сразу. Каждый регион вышел и все. И посмотрим, что будет нахуй. Бунт, блядь. Революция, саботаж, блядь. Восстание. Организовывайтесь уже, в конце концов, блядь. Окей, даже нас не надо слушать. У вас вон причин без нас дохуя. Нам-то что, похуй нам, блядь. Нам, как говорится, грубо говоря, с ними детей не крестить, блядь. А вот вам-то пиздец нахуй, чуваши, блядь. Другие, там дохуя вас, блядь. Ну выйдите, соберитесь нахуй. А не так, что 5 человек мамкины нахуй вышли там, блядь, ебаные. Мы за мужей, блядь. Верните нам мужей, блядь. И всех загребли, да. Пиздюлей дали еще, блядь. Штрафы. Посадили. За слово. Бабушку 68 лет, блядь. Пиздец, на 5,5 года, блядь. Салям, салям. Просто ушам кита, блядь. Туанлар. Зачем так, блядь? Зачем вот ни за что, блядь, нахуй ваши дети умирают, блядь. Я же вам до этого прочитал. 21 год, 22 года прочитал. И русские имена там есть. Может, они не русские, конечно, марийцы, может, они, хуй его, блядь. С Башкортостана. Бля, явно чуваши, блядь, они, явно, блядь. Башкара, блядь. Точно, блядь. Белорецкий, туда-сюда, там Башкара дохуя, блядь. Так, тут что за хуйня опять какие-то, блядь, монашки, блядь. Так выглядит православная одежда согласно церковным канонам. Это не одежда каких-то там монашек, а именно одежда обычных прихожанок. Практически все русские нацистские ресурсы пропагандируют подобный стиль одежды или одобряют его, если знают, что на фото именно прихожане РПЦ. Если им сказать, что на фото мусульманки, начнется волна ненависти к замоташкам. Потому что на самом деле им все равно, какая одежда у мусульман. Им важна именно идея ненависти к мусульманам, как и к представителям другой религии, которые своим существованием не позволяют создать именно такую Россию, в которой один народ, одна вера, одна идея, один фюрер. Да, да, здесь реально замоташки в платках, с высунутыми челками, нахуй, девочки там стоят в голубых и в белых сорочках, такие длинных. И тут, короче, такие подобие, как хиджаб навязанные, блядь, даже платки, как хиджаб у них навязаны, стоят, блядь. И тут стоят такие же, блядь, в платочках такие все, в платках, в короткой юбке, главное, в платке, но в короткой юбке. Тут, короче, все в длинном, типа, стоят перед алтарем, блядь, или чем там кланяться кресту своему. Но главное, это женщины, там ни одного мужика нету. И главное, замоташки узкожопые. Точнее, блядь, финно-угры это же, блядь. Финно-угры, нахуй. Финно-угры пошли помолиться. Но почему-то у финно-угров толпа этих девичников идет, блядь. А мужчины-то где, блядь? А, получается, нахуй, в Русне, блядь, мужчины не молятся, только молятся, блядь, замоташки, блядь, ихние, узкожопые. Они только ходят в церковь, нахуй, подобие монашек. А мужики, хуй его, блядь, пьют, алкаши, дерутся, убийцы, маньяки. На войне они, блядь. А, снохачи, блядь. Точно, блядь. Они по жизни на войне, а эти, блядь, хуй поймешь, как-то размножаются там, блядь, сами. Святым духом. Вот так вот. Поэтому мусульман будут притеснять до тех пор, пока мусульмане сами не станут и не дадут пиздюлей нахуй этим узкожопам. Вот и все. Тут какая-то этот бір кутакбаш менге жазған мында, блядь, коммент, блядь. Я что-то не увидел, блядь, здесь. Вы так быстро мысли свои высказываете, такое ощущение, радио работает. Новости смотрите и сами с собой разговаривайте. Нарсекей, да, ведь вроде бы, блядь, на русском написано.
И вроде бы, ну, таукмия у нас говорят. Таукмия — это куриные мозги. Хатын-кызлар все-таки куриные мозги, блядь. Вот я точно, блядь, вот именно мына шундай еще Киралар нахуй язган меня. Кира, блядь. Кира. Так. Карты Union Pay, Газпромбанк также перестали работать в Индии, Аргентине, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Катаре, а также в ряде египетских и вьетнамских банков. В этом убедились корреспонденты ТАСС. ТАСС и Тартас нахуй. Вам не пиздит. Так что вот так, туанлар. Поэтому, как говорится, ваши пеи, юниопейки пиздой накрылись нахуй. Ненадолго уже они, блядь, нахуй были уж вместе с вами. Так что, когда говорят, санкции не работают, санкции обязательно хорошо работают. Не то слово, блядь, не работают. Охуенно работают санкции. Примерно так. Короче говоря, туганлар, киши эс, бергена киши утро. Я себе. Короче говоря, надеюсь, закругляюсь. Да что за хуйня? Манда да язганлар. Тут оба-на, уже 4 лайка, кто-то один забрал, правильно. Еще одна жалоба на канал. Гадалка, не пугайся, сейчас 7 человек, мои люди, кинут жалобу за оскорбление, разжигание розни, призыв к там в подвале бунтарка. Эй, кутаксанага, блядь, маржушка, блядь, ебучка, блядь, нахуй, несы нахуй. Эти каналы, хуялы, блядь, мы открывать уже умеем, нахуй. Мы же не лаптоебы, нахуй, в лаптях не ходим, так что, блядь, несы нахуй. Каналов этих, нахуй, хуево туча, нахуй. Один закроет, другой откроется, какая хуй разница. Так что давай, иди, не мучай, как говорится, свою жопу, нахуй. Как говорится, который пердолит вам Путин нахуй уже 25 лет. Так, ага. На площади Евразии в Москве вернули флаги, но теперь среди них почти нет флагов стран ЕС. Как убедился РТВ, на площади Евразии, которая ранее называлась площадью Европы, я помню это место, да-да-да, Евразии, блядь. В частности, появились флаги Непала, ОАЭ и Монголии. Из стран ЕС на флагштоках представлена, например, Венгрия. Площадь Европы у Киевского вокзала. Да, у этого у Киевского вокзала. Площадь Европы, там есть, блядь, вся хуйня. Этот, блядь, еще, как это называется, сука, торговый центр там, блядь, еще такой невъебенный там был, блядь. Не помню, нахуй. Дорогомиловский рынок, нахуй, вся хуйня вот эта, блядь. В Москве переименовали площадь Евразии в конце июля. О, боже мой, блядь. Площадь строилась со 2 сентября 2001 года по сентябрь 2002 в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы. Ага. 18 марта 2023 года с площади убрали все флаги европейских стран и флаг Евросоюза. Ой, блядь. Блядь. Как будто нахуй прям все будут плакать нахуй, блядь. Убрали или не убрали нахуй. Блядь, нахуй вы нужны, блядь, Бельгии и так далее, блядь, нахуй. Тупорлые, сука. Ну-ка, чё за нахуй? Ну да. Ну да. Это ебаное место, нахуй, флагом, блядь. Флага в тыке, нахуй. Флага в тыке, блядь, понаделали. Понятно. Ну тогда закругляемся тогда, блядь, на всякий кешиюк, потому что сағат 1, онда, блядь, сағат 5 Башқұртстанда, блядь, ертеңге, блядь. Наверное, все дрыхнут, блядь. И так, поговорили. Теперь будем знать, что вот так, блядь, не будем делать, нахуй, бетонусу, блядь, шакмайбес, только будем вылазить, нахуй, с одними, блядь, которые, блядь, отработанными телефонами, так скажем, блядь. Так, блядь, тикток, миксовать не будем, нахуй, блядь. Потому что, блядь, не фурычит звук, то все, блядь, это геморрой, блядь, создается. Получается, блядь, разделение экрана не помогло. Шумдыхаль.
Ну, вот одному хоть помогло, конечно, и вот 11, считай, работает, с одного читаю, блядь. Считай, 3 телефона, блядь, играют, как говорится, свои балалайки. Так, шулай. Так, короче говоря, ёбабыз туганлар. Ну-ка, мана Карибас, который вообще не двигался, нахуй. Посмотрим. У которого все нормально. Давно нам в нем эфира не было. Давайте попробуем закрыть его. Ну, видите, кошелек 244 человека только прошлось там мимолетно. Кошелек. Все ясно. Потому что он, ну, такой он. Не такой, блядь. Ну, мы попробуем один день, блядь, выйти днем, блядь. Попробуем, как говорится, днем на этот посмотреть результат. Шундыхаль. Ну, посмотрим, короче. И давайте вот это закроем слева, который. И потом посередине. Так, сейчас.